Эта земля кормит нас. Эта вода поет нас. Эти леса защищают нас. Но есть те, кто смотрит на нашу землю как на источник наживы. Не так давно якутские депутаты озаботились чудовищными штрафами за вылов рыбы. И действительно, наказание за вылов одного сибирского осетра составляет чуть ли не 500 000 рублей, а средняя зарплата у якутян не превышает 50 тысяч, а в деревнях и того меньше. Всем понятно, что люди занимаются браконьерством не от хорошей жизни. Вот депутаты и подняли этот вопрос. Дескать, хватит российским законникам душить наше население. Вроде бы все правильно, людей-то действительно жалко. Но здесь сразу же возникает другой вопрос, не менее острый. Почему наши депутаты не проявляют такое же негодование к российским законам и такую же человечность к жителям республики? Когда дело касается компаний вроде Алроса и Нордголда, когда дело касается экологического загрязнения наших рек, из которых мы пьем, наших земель, которые мы вспахиваем, наших лесов, которые являются для нас священными. Вспомним, в 2018 году компания Алроса нанесла ущерб экологии Якутии на 27 миллиардов рублей, загрязнив 3 реки – Ирелях, Малую Бутобию и Вилюй. Тогда ущерб был нанесен экологии намного больше и масштабнее, чем вылов осетра. Сравните 27 миллиардов и 500 тысяч рублей. Но в итоге алмазники заплатили всего лишь 150 миллионов штрафа. И при этом никто не проводил настоящего расследования, потому что не было названо ни одно виновное должностное лицо, не было и публичного осуждения. А ведь глава республики Айсен Николаев во время своей первой избирательной кампании клялся и божился, что взыщет, проконтролирует и ни за что никого не простит. Суммы достаточно большие, и для того, чтобы уйти от всяких кулуарных каких-то договоренностей и так далее, мы на уровне республики приняли решение, что по окончании вот этих работ, по выявлению окончательной суммы, Министерство охраны природы, федеральные контролирующие органы в соответствующем порядке обратятся в суд, для того, чтобы уже в судебном порядке точно определить сумму, которую должна компания «Алроса» возместить именно для возмещения того экологического ущерба, который нанесен данным рекам. Оказалось, что очень даже простил. Он эту тему вообще больше не поднимал так, как будто ее и не было. Так же поступили и наши депутаты. Мы не услышали от них ни открытых заявлений, ни обсуждений, ни осуждений. То есть вообще ничего. А ведь это не единственный случай, когда госкорпорации совершенно безнаказанно варварски орудуют на наших якутских землях при молчаливом согласии якутских властей. Мы вам сейчас приведем пример такого экологического ущерба, в котором пострадавшими являются люди. И речь пойдет не об 1 миллиарде и даже не о 27. Речь пойдет о бесценных человеческих жизнях. В 2007 году золотодобывающая компания Нордголд в лице ее дочки Нерюнгри Металлик приходит в Алекминский улус и начинает добычу возле села Тяня. Первым делом они открывают рудник Таборный. Впервые за много лет на землю, где эвенки веками кочевали вслед за своими оленями стадами, приходит тяжелая техника. Поначалу люди еще надеялись на разум приезжих и на закон, поэтому не конфликтовали, а лишь молча наблюдали за происходящим. Только через 3 года после запуска первого рудника оленеводы забили тревогу. Золотодобыча наносит огромный урон окружающей среде, вода в реках мутнеет, ягель покрыт пылью, пастбищ все меньше, а олени уходят с обжитых территорий. Тогда эвенкам через суды удалось получить компенсацию. Глава эвенкийской общины Тяня Арсентий Николаев добился ежегодных выплат общине от компании. Но ситуация с добычей не улучшилась. Наоборот, с 2015 по 2017 год Нордголд расширила производство и запустила еще 2 рудника – Гросс и Тоока. Вместе с расширением производства увеличился и наносимый урон. В ответ на это эвенки потребовали больших компенсаций, но получили отказ. В 2020 году компания построила дорогу и дополнительные промышленные объекты. Все это делалось без получения официальных разрешений и, самое главное,
на территории традиционного природопользования, которая по закону охраняется для защиты образа жизни коренных малочисленных народов. Но приезжих золотодобытчиков это не волнует. Они просто делали и делают то, что считают нужным, обогащаются на наших землях. На этой фотографии Арсентий Николаев, глава родовой общины Тяня. Он боролся за свою землю, за свой народ. Писал письма, выходил на трибуны, требовал соблюдения экологического законодательства. Он был очень активным, участным и очень переживал за своих земляков-оленеводов. В 2020 году, сразу после празднования Дня коренных народов, Николаева арестовывают. Поводом стало заявление компании «Нерюнгри Металлик». Ее представитель утверждал, что председатель общины Тяня якобы угрожал перекрыть дорогу, если не будет достигнута договоренность о компенсации ущерба. Заметьте, дорогу, которую компания построила без разрешений на земле общины. И вот за эту попытку защитить свою землю, добиться компенсации, его обвинили в коммерческом подкупе. Начались обыски, в том числе и в Ил-Тумен, так как Николаев в то время уже был избранным депутатом. Самого Николаева посадили под домашний арест. Давление на него шло со всех сторон. Юридическое, моральное, человеческое. Газеты пестрели громкими заголовками, телевидение показывало яркую картинку задержаний и обысков. Сердце Арсентия Николаева не выдержало, и 10 ноября 2021 года он умер. Компания Nordgold приняла все меры, чтобы устранить мешающего им человека. Они буквально его убили, чтобы спокойно продолжить добывать проклятое золото. Река Тока чистейшая и живая. В ней водятся редкие виды рыб, такие как хариус и таймень. Настоящая гордость республики. Но в 2021 году компания Nordgold чуть не убила реку, перекрыв ее. Работники компании без разрешения построили поперек реки дорогу для перевозки своих грузов. Тем самым они нарушили русло реки, нанеся огромный ущерб экосистеме. Жители снова написали жалобы в Минприроды, в Общественную палату, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера. На запрос отреагировали. На место преступления выезжала целая комиссия Министерства экологии и депутат Ил-Тумен Варвара Николаева. При осмотре они обнаружили не одну дорогу, а целых две. Вторая была построена ниже по течению реки Тока. Нетрудно догадаться, что было дальше. После громких заявлений властей и имитации разбирательства дело заглохло. После всех громких скандалов в 2022 году компания Nordgold заявила о своей социальной ответственности перед жителями селя Тяня. Они пообещали построить школу, поддерживать село, запускать социальные проекты. И даже объявили сумму 450 миллионов рублей. По нынешнему курсу это почти 5,5 миллионов долларов. А выручка у Nordgold составляет больше $1 миллиарда в год. То есть они решили вложить в социальные объекты села 0,5% от выручки. Меньше 1%. 450 миллионов. Много это или мало от компании, по вине которой страдает родовая община? Можно ли измерить деньгами реку, в которую больше не вернется рыба? А сколько стоит ягель, который перестал расти? Сколько стоит вековой жизненный уклад, разрушенный приезжими за какие-то 20 лет? Можно ли строительством школы откупиться от нанесенного природе и людям ущерба? И, наконец, сколько стоит жизнь Арсентия Николаева? Мы же понимаем с вами, что все перечисленные выше убытки не в балансе. Они в наших сердцах. В ушедших пастбищах, в переселенных семьях, в молчаливом отчаянии стариков, которым нечего передать детям. В 2023 году Nordgold презентует ГОК Токинский. Проект огромный, многомиллиардный, но село Тяня в этом проекте как будто пустое место. Жителей не спросили, нужен ли им еще один комбинат. Тогда они написали открытое письмо с требованием прекратить хозяйничать на их землях. Их поддержали все жители республики, социальные сети буквально взорвались резонансом. В ответ на это Nordgold не придумала ничего лучше, чем обвинить самих же жителей Тяни, обозвав их иностранными агентами. Это была наглая попытка варягов заставить замолчать жителей республики. Потом, конечно, все эти обвинения были удалены из официальных заявлений. Но и дело дальше ругани в социальных сетях не пошло.
Все письма с возмущениями и требованиями тяньцев утонули в чиновничьей бездне. Никакой помощи они до сих пор не получили. Республиканские власти предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Между тем, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, Nordgold делает следующий шаг. Он якобы идет навстречу жителям Тяни и соглашается создать так называемый экологический совет, призванный контролировать работу золотодобывающих компаний, тем самым минимизируя вред, наносимый окружающей среде их действиями. И это через 18 лет после начала золотодобычи на землях Алекмы. Ну да, ладно, можно было бы сказать и на том спасибо, потому что никогда не поздно начинать работу над ошибками. Однако тут мы опять увидели, как слова компании расходятся с делами. Экологический совет создадут, но он будет состоять только из работников Nordgold и чиновников, а представителей самой общины туда не включат. Как вам такое решение? Кто же бенефициар всего этого бардака? Знакомьтесь, российский олигарх, один из богатейших людей страны, хозяин Nordgold Алексей Мордашов. В 2024 году его состояние оценили больше, чем в 25 миллиардов долларов. В 2025 году оно достигло уже 30. Нажил свои несметные богатства Мордашов на добыче золота, в том числе и у нас, в республике Саха. Посмотрите на его яхту, стоимость которой достигает $500 миллиона, построена на заказ. Здесь есть все для достойной человека такого высокого уровня: вертолетные площадки, бассейны, кинотеатр, лифты, бильярд, спа. А еще Мордашов является обладателем личного бизнес-джета Bombardier Global Express, виллы в Швейцарии, Италии, на Лазурном берегу. И, конечно же, дети Мордашова учатся в самых элитных школах Европы. А пока Мордашов плавает по морям на своей суперяхте и летает на Сардинию на своем бизнес-джете, в Тяне падает желтый от химических элементов снег, и олени гибнут в болотах, оставленных старателями. А дети дышат пылью с хранилищ отходов, оставленных после добычи золота. Мордашов не просто олигарх. Это символ путинского режима, в котором все, что принадлежит земле и народу, можно забрать, присвоить и выставить как инвестицию. Он молчит, когда умирают реки. Он не отвечает на смерть Арсентия Николаева. Он обзывает людей, которые защищают свою землю, иноагентами. И он не один такой ненасытный. Он лишь часть машины, которая давит тех, кто мешает ей зарабатывать. Но Тяня не молчит. Жители села борются, как умеют. Они говорят, они пишут, потому что понимают, если они не будут спасать свою землю, то никто другой тем более этого не сделает. Но для того, чтобы по-настоящему спасти наши земли от разграбления москвичами, одной борьбы жителей маленького эвенкийского села мало. Республике Саха нужна независимость, потому что никто, кроме нас, наш дом не спасет. Никому, кроме нас, не будут нужны ни наши земли, ни наша природа, ни наши жизни.